Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что ваш мужчина понял о вас? На что ему глаза открылись? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте на своего мужчину, представьте его, назовите по имени и задайте ему свой вопрос. Что он понял о вас и на что у него глаза открылись? Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Как мило! Смотрите, видите, за ручки держитесь. Ах, девчонки, он понял, что вы его судьба, он понял, что вы его половинка. Он понял, что его счастье, оно ведь только лишь рядом с вами. Вот мне идет, что мужчина тут такой непростой. Да, это общая отсыпка, но мужчина тут со слабым передком, да, либо такой, знаете, пораженный в плане отношений. Возможно, у него было много женщин, были разные женщины. Возможно, он был даже неразборчив в связях. Возможно, несколько раз был женат, либо одновременно мог иметь контакт сразу с несколькими девушками. В общем, много всего разного было, и как повидал он все, и все, что можно, и то, что нельзя, и хорошее, и плохое. Вот опыт, у него опыт в отношениях есть. У вас тоже есть опыт в отношениях, но ваш опыт, он прям совсем скромненький по сравнению с его. Мужчина, который как раб своих удовольствий, либо заложник своих удовольствий, да, он не мог себе отказать в удовольствии, да, быть женщиной. Может быть, особое удовольствие он не получал, но тем не менее. Может быть, для него это было как выражение мужественности, да, типа, чем больше женщин, тем я круче мужик. Может быть, у него проблемы, какие-то комплексы, что-то не так с психикой, да, ему вот прям казалось, чем больше женщин, тем типа я круче. Но видите, несмотря на то, что он пережил, либо благодаря тому, что он пережил, этому богатому опыту, видите, за ручку он именно вас держит, именно с вами хочет быть. И еще он понял, что он не готов вас с кем-то делить, либо кому-то вас отдать. Может быть, вы загадали на любовника, при этом вы в отношениях, либо у вас есть муж. Либо мужчина начал очень сильно ревновать и такой, блин, нет, я ее не отдам, это моя женщина. Она мне по судьбе, она мне нужна, да, другая мне не нужна. Я буду за нее бороться, я буду костьми ложиться, да, лишь бы она была со мной. Может быть, вы сейчас поссорились и не общаетесь. Может быть, вы ему прям так в сердцах сказали, что вот иди лесом, иди к своим женщинам, да, а я буду строить свою личную жизнь и буду счастлива. Тебе назло буду счастлива. Он так испугался, он такой, блин, точно. Вот точно она меня бросит, вот точно она кого-то себе нашла, либо найдет. В общем, за руку он вас держит, отпускать он вас не хочет. А вы ему, вот глаза у него открылись. Хотите верьте, хотите нет, но вот открылись глаза, что вы любовь всей его жизни. Что именно с вами он чувствует себя хорошо, тепло, приятно. Удовольствие получает именно и в интимном плане, и в душевном плане, и в ментальном плане. Вы такая светлая, вы такая теплая, вы невероятная, понимаете? Но вот не было у него таких женщин, как вы. Вот не было и не будет. Вы уникальная, вы неповторимая. И вот именно сейчас у него на вас глаза и открылись. Кстати, у кого-то еще из вас отыграет, что глаза у него открылись благодаря каким-то людям.
Может быть, эти люди вас хвалили, а может быть, эти люди, я не знаю, допустим, там гадалка, либо психолог, либо эзотерик, маг, да, вот кто-то мог ему сказать, что ж ты делаешь, жизнь свою рушишь, будущее счастье рушишь, да, у тебя такая идеальная, гениальная женщина, зачем тебе вообще все это, да, ты сам себя радости лишаешь, вот как будущего лишаешь. А может быть, это были какие-то знакомые, которые при нем вас обсуждали и говорили, что о, это не женщина, это богиня, да, мечта любого мужчины. И он такой, нет, она моя. Как это я в ней не видела, что она такая прекрасная, что она всем нравится. Да, у кого-то и так может отыграться. Так, еще он понял о вас, что вас нельзя обижать, что вы не позволите, чтобы вас обижали. И неважно, это ваш любовник, либо это ваш супруг, либо это кто-то прям такой высокопоставленный, да, вы такая, нет, меня обижать нельзя. Вы умеете за себя постоять, вы умеете дать сдачу. Нельзя вас обижать, это чревато. И также он понял, что вы обиды терпеть не будете и прощать тоже не будете. Вот как характер вы свой показали. Может быть, по отношению к нему, может быть, по отношению к кому-то другому. Да? Опять же, это общая отсыпка. Но вот он понял, что вы, да, можете за себя постоять, и ни в коем случае обижать вас нельзя. Ни сознательно, ни случайно, да, никак нельзя вас обижать. А если уж что-то произошло, то нужно как кидаться в ноги и вымаливать прощение. Да? А лучше вообще, конечно, прежде чем что-то сделать, 1000 раз подумать. Еще он понял, что вы терпеть не будете. Ну, только не могу понять, что. Вот чего-то вы терпеть не будете. И не желаете, и не будете. И вообще... Это не ваш вариант. Терпеть. Что терпеть? Терпеть, что есть другие женщины, терпеть, что мужчина несерьезный, что мужчина там идет на поводу своих желаний. Допустим, там сегодня хочу гуляю, завтра пью, послезавтра там в сауну закачу, да, вот что вы терпеть не будете. Может быть, вы не будете терпеть неуважительного отношения к себе, либо вы не будете терпеть, что он вам не помогает, да, либо он вам врет, но вот как терпеть вы не будете, и не желаете, и не будете. Это он тоже про вас прям и понял, и усвоил. И, кстати, он прям гордится, что у вас такой сильный характер, что такой сильный стержень, что вы такая, вот что не по-вашему, вы терпеть не будете, и принимать не будете, и закрывать на это глаза не будете. И у него даже мысли о каких-то подвигах, о каких-то мужских поступках, рыцарских поступках, джентльменских поступках, да, вот прям ему захотелось в грязь лицом не падать в кои-то веки, да, не быть свиньей, а быть джентльменом, мужчиной положительным, сильным, серьезным, опорой для женщины. То есть вам еще доказать, что он вас достоин, да, что не пальцем деланный. Так, а у вас как наоборот, вы стали больше в центр себя ориентированы, вы стали больше собой заниматься. У вас тут знак рака. Пятитесь назад, но пятитесь вы не назад, а пятитесь сама в себя, да, больше собой заниматься, больше для себя. Я больше не хочу быть удобной девочкой, я не хочу быть доброй, удобной женщиной. За что мне это все? Почему я должна это терпеть? Почему я должна принимать? Почему должна прощать? Я жить хочу и жить счастливой жизнью. Вот вы в кои-то веке начали выбирать себя, вот как себя полюбили, себя приняли. А он в кои-то веке перестал любить себя и начал любить вас, да, перестал принимать себя, начал меняться под вас. Вот как-то так мне идет. Тут как-то высшие силы такое закрутили, что очень сложно понять нам, простым смертным. Но это происходит здесь и сейчас. Можно даже сказать, что у вас эгоизм, в вас именно растет эгоизм, и это вам во благо. Это та волшебная таблетка, которая меняет вашу жизнь к лучшему. А у него наоборот, эгоизм уменьшается, себялюбие уменьшается, и для него это волшебная таблетка, которая делает его гораздо лучше и, возможно, сделает его гораздо счастливее. Вот мне идет именно так. Непростые времена, ни у вас, ни у него. Еще какая-то внешняя среда, обстановка тоже давит. Может быть, экономический кризис, может быть, какие-то проблемы, страхи, переживания, дурные новости. Что-то очень сильно давит, поддавливает и на вас, и на него. Ну что, мои хорошие,
Здесь мужчина меняется, и ждите его обновленного, либо встречайте его обновленного. Конечно, не все сразу, не в один день. Метаморфозы — это перемены. Перемены, которые никогда не бывают легкими. То есть человек переосмысливает, человек переориентируется, как перезагрузка у него происходит сейчас. Что стало триггером, я не могу сказать. Вы все слишком разные, но триггер точно был. Вот что-то вот тут произошло, как на взрыв похоже что-то. Вот, что его прям так трухануло не по-детски. И мозги начали на место становиться, 100%. По-другому тут и не скажешь. И у него даже мысли о каких-то подвигах, о каких-то мужских поступках, рыцарских поступках, джентльменских поступках. Да? Вот прям ему захотелось. Захотелось в грязь лицом не падать в кои-то веки. Да? Не быть свиньей, а быть джентльменом, мужчиной положительным, сильным, серьезным, опорой для женщины. То есть вам еще доказать, что он вас достоин, да? Что не пальцем деланный. Так, а у вас как наоборот, вы стали больше в центр себя ориентированы, вы стали больше собой заниматься. У вас тут знак рака. Пятитесь назад, но пятитесь вы не назад, а пятитесь сама в себя. Да, больше собой заниматься, больше для себя. Я больше не хочу быть удобной девочкой, я не хочу быть доброй, удобной женщиной. За что мне это все? Почему я должна это терпеть? Почему я должна принимать? Почему должна прощать? Я жить хочу и жить счастливой жизнью. Вот вы в кои-то веке начали выбирать себя. Вот как себя полюбили, себя приняли. А он в кои-то веке перестал любить себя и начал любить вас, да, перестал принимать себя, начал меняться под вас. Вот как-то так мне идет. Тут как-то высшие силы такое закрутили, что очень сложно понять нам, простым смертным. Но это происходит здесь и сейчас. Можно даже сказать, что у вас эгоизм, в вас именно растет эгоизм, и это вам во благо. Это та волшебная таблетка, которая меняет вашу жизнь к лучшему. А у него наоборот, эгоизм уменьшается, себялюбие уменьшается, и для него это волшебная таблетка, которая делает его гораздо лучше и, возможно, сделает его гораздо счастливее. Вот мне идет именно так. Непростые времена, ни у вас, ни у него. Еще какая-то внешняя среда, обстановка тоже давит. Может быть, экономический кризис, может быть, какие-то проблемы, страхи, переживания, дурные новости. Что-то очень сильно давит, поддавливает и на вас, и на него. Ну что, мои хорошие, здесь мужчина меняется, и ждите его обновленного, либо встречайте его обновленного. Конечно, не все сразу, не в один день, даже, возможно, не за один год, но этот мужчина на правильном пути. И если вы ему в этом поможете, как-то его поддержите, простимулируете, промотивируете, то результат будет гораздо быстрее и лучше. Ну и он вам будет весьма благодарен, что вы от него не отвернулись, не отказались и дали ему шанс на то, чтобы исправиться, что вы в него поверили. Вот. Это будет как самый главный подарок от вас. А что касается вас, я вас могу поздравить. Да, любить себя — это особый дар, это особое умение. К сожалению, не каждому дано, но вам это было просто необходимо. Вы действительно жили для других. Ну, в прямом смысле слова, не для себя, а для других. Когда вы себя полюбите, когда вы себя зауважаете, то и другие будут к вам так относиться. Но это как правило такое, да, неоспоримое правило. Именно так в жизни и происходит. Впереди вас ждет нечто светлое и необычное. Огромный цветок раскрывается для вас. Причем цветок какой-то экзотичный. Мне кажется, какая-то новая жизнь, которой вы еще не жили. Либо какие-то новые экзотичные возможности, которых никогда не было. Это что угодно может быть. Да, вы все разные. У кого-то это связано с бизнесом, с работой, с достижениями, реализацией, популярностью, славой. Да? Вы все разные. Но этот цветок, он уже начинает раскрываться. И это ваш цветок. А мужчина, он как выправку получает, да. Сейчас он какой-то, как этот сутулая собака, но будет прям таким ровным, прямым, четким. Вот как чем-то, не знаю, на солдата похож. Ну, либо военный, да, вот военная выправка, да, человек, которому есть что показать, есть что предъявить. И, ну, вот честный, добрый, порядочный, он таким становится. Может быть, вы для этого и встретились. Вы его научили
открыли ему глаза, грубо говоря, на то, что надо быть хорошим, добрым и порядочным человеком, а он вам открыл глаза на то, что нужно в первую очередь любить и ценить себя, да, и тогда и другие с вами будут так поступать. Да, возможно, вы учителя друг для друга, почему нет? Судьба часто такие рокировки делает. Ну, вот такая информация сегодня вышла. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.